Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях Расул Тулеев. Добрый день, Расул. Позвольте коротко представить нашего гостя. Расул является представителем общественного объединения «Народная инициатива 2020». Да, Расул, я не ошибся? Я сразу скажу, очень понравилась вот суть того, над чем Расул вместе со своими коллегами, общественными гражданскими активистами начали работать, и вы сейчас сразу поймете, о чем идет речь. Речь идет о снижении избирательного залога для политических партий, которые будут участвовать в следующих выборах Джурку Кенеш. Они, как известно, состоятся в следующем году. Вот почему, я так понял, да, название общественной инициативы 2020. Хорошая задача у вас, понятная, ясная, такая локальная. И вот первый мой вопрос, Расул, знаете, я, когда готовился к нашей передаче, поймал себя на мысли, что я, оказывается, не помню, какой сейчас залог, какую сумму он составляет. Это, наверное, говорит, скорее всего, не столько о моей там неинформированности, хотя это тоже, а это больше причина, на мой взгляд, того, что у нас вот с этими параметрами участия политических партий или там каких-то кандидатов в выборах просто меняется постоянно. Меняется постоянно. Для политической системы, для выборного процесса это, конечно, очень вредно. Да? Вот это мое мнение. Почему? Потому что все зависит от правил игры. Они должны быть... Да, конечно, жизнь берет свое, что-то надо менять, но желательно не часто. И уж точно не по каким-то вот ситуативным интересам, необоснованным очень часто. Ну, все, я как бы на этом заканчиваю, да, наше вступление. И вопрос такой. Расскажите поподробнее о вашем движении, поподробнее о той цели, вот, которую я кратко анонсировал. Ну и причины, да, почему вы на это пошли, почему вы считаете, что нужно снижать избирательный залог, что это даст, чем это поможет политическим партиям и все такое прочее. Забегая чуть вперед, я скажу, что вообще у нас, вот я так предполагаю, когда повышали избирательный залог, я понимаю логику тех, кто ввел это изменение. Давайте вспомним избирательные бюллетени на президентских выборах, избирательные бюллетени на парламентских выборах. Да, они очень огромные, с большим количеством там фамилий или названий партий, о большинстве которых вот электорат даже никакого представления не имел. Следовательно, это было какое-то сито для того, чтобы не пропускать, возможно, какие-то кандидатов-клоунов, да. Мы знаем, в политтехнологии есть такие искусственные претенденты, которые там для того, чтобы разбавить голоса, оттянуть голоса у фаворитов. Вот, поэтому и в этой связи очень хотелось бы еще вашу аргументацию услышать, почему все-таки нужно снижать. Здравствуйте еще раз. Спасибо за такой очень емкий, содержательный вопрос. Хотел бы начать с того, что о правилах игры, о которых вы говорили как раз таки. Да, действительно, если мы вспомним, то в 2015 году, в апреле месяце, это получается за полгода до выборов, резко начали менять правила игры. То есть избирательный залог, который был в размере 500 тысяч сомов в 2010 году, повысили в 10 раз. Что говорит о том, что действительно на тот момент парламент, он хотел просто отсеять какие-то конкурентные партии для того, чтобы
они не могли, в принципе, принять участие на выборах. И это было связано с тем, что все-таки, как ни крути, у нас на выборах большое значение играют деньги. Вот. И многие политики, которые сегодня на Олимпе, да, так скажем, находятся, они прекрасно знают, у кого есть деньги, у кого их нет. Прекрасно знают свои позиции, прекрасно знают то, на что способны другие партии. И на тот момент действительно были несколько таких партий, которые могли, в принципе, пройти в парламент, но не обладали финансовыми ресурсами. Поэтому это было, можно сказать так, направлено на отсечение этих партий от процесса избирательного. И в том числе, вот, например, та партия, от которой я тогда баллотировался, она тоже не смогла качественно принять участие из-за того, что очень большие ресурсы ушли именно на покрытие именно этого залога. Потому что, можно так сказать, что он не был запланирован, не был рассчитан. Вот. Но это, конечно, возможно, и наша тоже вина, да, наши проблемы на самом деле, да. Но, тем не менее, я считаю, что то есть изменение правил игры за такой короткий период, это не совсем честно, во-первых. Во-вторых, нету понимания логики, почему для, так скажем, одного и того же процесса, да, избирательный процесс, он, в принципе, что на президентских выборах, что на парламентских выборах, он одинаковый, потому что республиканский общий один округ, одни и те же затраты, можно сказать, идут, но почему-то для политических партий идет залог в размере 5 миллионов сомов, а для кандидатов в президенты 1 миллион сомов. Логики здесь непонятно. Единственное, что они говорят, то, что там коллективно, здесь индивидуально, да, но штабы-то одни и те же работают. Например, взять президентские выборы, там, например, Республика Атажюрт, да, партия, она выдвигала кандидата Бабанова. Хотя он там и говорит, что его Курултай выдвинул, но тем не менее это его партия выдвигала. Работал этот же штаб, что и в парламентских выборах. В принципе, то есть одни и те же люди участвовали в выборах. Поэтому я считаю, что здесь вот как-то создавать вот такие барьеры для политических партий, это не совсем честно и несправедливо. Другое дело то, что вы говорили о том, что слишком большое количество участников, это может создать, то есть рассеять внимание, да, избирателей, они могут не понять, за кого голосовать, и то есть сколько участников. Вот здесь я думаю, что здесь нужно создавать какие-то, может быть, другие барьеры, которые бы отсекли фальшивые партии. Да, согласен. Но не финансовые. Почему? Потому что создание финансовых барьеров – это явная дискриминация по, получается, экономическим признакам, которая противоречит даже Конституции, которая лишает возможности граждан избираться, в том числе в качестве депутатов Жогорку Кеңеш, которое дано нам Конституцией. Следовательно, мы считаем, что этот законопроект, то есть о снижении избирательного залога до 1 миллиона сомов, он более-менее повысит шансы каких-то, может быть, не совсем в финансовом плане состоятельных партий, но которые преследуют интересы для того, чтобы внести свой вклад в развитие страны, имеют свои программы, да, которые способны что-то внести новое и создать конкуренцию на политическом пространстве. Почему? Потому что все-таки нужно понимать то, что на сегодняшний день финансовые ресурсы, они заточены в руках одной силы, которая постоянно устраивает шоу во время выборов. Тем самым, то есть, они вводят в заблуждение простое население, устраивая концерты, шоу-программы и так далее. Тем самым, то есть, они создают вот такое вот поле, куда невозможно попасть альтернативным силам. Да? И тем самым, то есть, в том числе за счет того, что они разрабатывают законопроекты, законы принимают, которые более удобны для них самих. И тем самым они также попирают, да, можно сказать, наши права тем, что они выбирают те законы, которые, то есть, удобны только им. И в этой связи мы хотели создать такой прецедент, то есть показать, да, то, что население, в принципе, оно конституционно имеет право тоже свои законы выдвигать, которые прописаны в Конституции, в
плане того, что кто имеет правом законодательной инициативы. В первую очередь там как раз вот прописано то, что народ является источником, вернее, субъектом, да, законодательной инициативы, собрав, то есть 10 тысяч подписей, инициативная группа может выдвигать свой законопроект. Во-вторых, это депутаты Джоур-Кенеша, ну и в-третьих, это правительство. Ввиду того, что сегодня обсуждаются несколько вариантов поправок, внесения поправок в закон о выборах, но ни в одном из них не прописано, то есть, о снижении избирательного залога. Это говорит о том, что, то есть, мы не собираемся, да, есть чужой хлеб. То есть депутаты, они свое пусть разрабатывают. Там правительство тоже, аппарат президента, там комиссия создана, ЦИК вовлечен. То есть они создают свои какие-то проекты законов. Но ни в одном из них нету именно пункта о снижении избирательного залога. Расул, мы сейчас вернемся к вопросу вот этого как бы залога, который... Я с вами, кстати, согласен. Я считаю, что это как бы это абсолютный ценз. Да? Мы знаем в истории, как бы власти всегда создавали очень большое количество барьеров. Когда-то был там религиозный ценз, то есть если ты там не того вероисповедания, ты не можешь принимать участие в выборах. Существовал образовательный ценз, да, если ты там не способен там, ну, показать там какой-то свое уровень образованности, грамотности, тебе тоже был закрыт путь. И вот, а залог это то, что раньше называлось имущественным цензом. Это, конечно, дискриминация. Это дискриминация. В этом плане, можно сказать, я ваш сторонник. Более того, вот вы сами упомянули, что изначально вообще сумма составляла 500 тысяч сомов. Вы предлагаете вернуться, уравнять с президентским залогом до 1 миллиона. Я бы в этом плане пошел бы еще дальше, да, требовал бы возврата, да, к полмиллиона. Но сейчас интересует другое. Кыргызстан открытая страна. Очень многие институты народовластия работают, демократии, право граждан участвовать в политике. А вы прибегли к формату достаточно экзотической такой народной законодательной инициативы. Я не помню примера. Более того, вот у нашего Центра политико-правовых исследований есть партнеры, общественное объединение «За результат». Они когда-то аналогично пытались предложить через народную законодательную инициативу, собрали 10 тысяч подписей, предложение о реформе МВД. У них ничего не получилось, потому что в конце концов оказалось, что Джоур-Кенеш почему-то или он хочет монополию свою, да, на законотворческую деятельность сохранить. Они, в общем, не пропустили этот законопроект. Я не хочу быть таким предсказателем плохим, но да, скептиком, но думаю, и у вас будут проблемы. Хотя вы могли бы, например, ну я не знаю, сделать обращение президенту, да, предложить созвать какую-то инициативную группу, или, да, среди депутатов, обратиться. Вот мы привыкли ругать депутатов, но их 120, там тоже разные, там есть очень трезвомыслящие, активные, ответственные депутаты. Вот, напрямую можно было бы им принести ваше предложение, чтобы уже депутат выдвинул, да, ну, естественно, упомянув, ну, может быть, там в качестве партнеров или разработчиков законопроекта и ваше движение. Вот, или вы специально себе создаете трудности. Вот причина, да, вот почему именно так вы решили? Есть такая шутка, да, то, что говорит, мы коммунисты, легких путей не ищем, да, раньше говорилось. Но на самом деле мы не коммунисты. Дело в том, что мы хотели создать прецедент, когда, то есть, народ может
выдвинуть свои требования именно в рамках Конституции, не закрывая дороги, не перекрывая там, государственные учреждения и так далее. А именно, то есть, как инструмент народовластия, это вот как раз народная законодательная инициатива. Дело в том, что, да, на самом деле 14 инициатив на сегодняшний день зарегистрировано. Многие из них были отклонены на первом же этапе регистрации, потому что у кого-то документов не хватало, там еще что-то. Кстати говоря, там очень сложная процедура регистрации. Там нужно предоставить справки с места работы. А это, в свою очередь, то есть особенно для тех, кто работает не на госслужбе, но в предприятиях, скажем так, бюджетных, да, на них может оказываться давление, в принципе. Вот, поэтому то есть, здесь создается тоже такое немного такое сито, да, так скажем. Вот, в принципе, то есть для чего это создавалось? Главная цель была, это на примере этого законопроекта, почему он такой простой и легкий, так скажем. Для того, чтобы было поменьше проблем нам для его разработки. Потому что даже вот всего внося одно предложение для изменения, нам пришлось перелопатить большое количество нормативно-правовых актов, как писать законы, то есть там нормотворческая деятельность, она сама по себе является очень таким тяжелым оборотом, да, так скажем, тяжелой деятельностью. И то есть нам, чтобы только одну статью внести, изменения, нам пришлось очень большой труд проделать, то есть около 3 месяцев у нас ушло на регистрацию этой законодательной инициативы. Вот. Но мы хотели для чего это создать? Чтобы мы надеемся, что все-таки этот законопроект пройдет, Джоркиниш. И на самом деле, да, я думаю, что все-таки это народная инициатива, и депутаты являются избранниками народа. Не все депутаты будут настроены, так скажем, против нашего законопроекта, и, возможно, они вразумеют и услышат глаз народа, так скажем. И, кто знает, может быть, они даже и поддержат наш законопроект. Не исключено, Расул. Я вот сейчас, вы наверняка об этом в курсе, просто я больше для зрителей напомню. Недавно вице-спикер Джоркинеша Аида Касымалиева сделала предложение касательно активности граждан в интернете, в социальных сетях. И когда какой-то вопрос, который волнует общественность, набирает определенное количество подписантов, вот эта петиция на какие-то важные темы, да, вот нашей социально-экономической жизни Кыргызстана попадают на рассмотрение Джоркинеша. То есть я к чему это вспоминаю, что вы правы абсолютно вот в том, что все-таки пути, ну, достижения своих целей, они у нас есть. Многие, возможно, работают. Да, мы отметили, что есть какое-то молчаливое сопротивление Джорку Кенеша, но как бы там ни было, я верю в народную законодательную инициативу. Я вот, хотя сам в этом не специалист, откровенно признаюсь, перед нашей встречей я залез в Википедию, прочитал, но для меня было удивительно, что она, оказывается, не везде функционирует, не во всех странах. Но это тоже ведь ни о чем особом не говорит. Потому что там, ну, в тоталитарных странах, кстати, наоборот, это может быть прописано, да, но мы не сомневаемся, что это не будет работать. В демократических странах не везде это есть, но мы понимаем, потому что это компенсируется абсолютно другими механизмами, абсолютно другими возможностями. И вот в этой связи, оказавшись изнутри, вы сказали, что только на вот эту, только вот на эту часть написания вашего законопроекта там ушло 3 месяца, да? Как вы в целом вообще оцениваете вот состояние этого механизма? Он у нас может работать в Кыргызстане или нет? Если может работать, вот какие еще есть помехи, кроме того, что вы уже перечислили? Может быть, есть необходимость вообще пересмотра самих норм вот, реализации этой законодательной инициативы?
Но еще надо, конечно, понимать то, что все-таки государственный аппарат, он очень сильно формализован. И, то есть, возможно, это немного издержки, так скажем, ну, этого, то есть аппарата, да, так скажем. С одной стороны, может быть, это необходимые процедуры в плане того, чтобы не было каких-то радикальных, так скажем, предложений, да, об изменении законодательства в целом. Потому что, да, многие законопроекты были отсечены, потому что, возможно, они носили неправильный характер. Может быть, они были направлены популистские, да, либо на изменение конституционного строя и так далее. Там, то есть, которые, в принципе, они, оказывается, прописаны в Конституции, потому что нельзя инициировать какие-то законопроекты, которые направлены на, скажем так, вопросы бюджета. Потому что там все-таки профессионалы должны решать этот вопрос. Потом на вопросы, там, скажем, ну вот, предположим, как светским должно быть государство или там, ну то есть полностью конституционный строй. Почему? Потому что один из экспертов обратился, к кому я обратился, вернее, он мне заявил, да, вот вы зря вот эту инициативу продвигаете. Вот завтра какие-нибудь там террористы выйдут, какую-нибудь там свою инициативу выдвинут, и их законопроект пройдет, потому что там 10 тысяч для них подписать это не проблема. Но я тут же парировал. Почему? Потому что я сам знаю, как эта процедура проходит. Там их просто Минюст на корне не пропустит. Поэтому, то есть это с одной стороны, это плюс. Искусственные, да, опасения? Да, с одной стороны, это плюс. В каком плане упростить? Возможно, необходимо больше информационного поля создавать. Может быть, создавать больше площадок каких-то, то есть вызвать инициативу у самих граждан. Потому что самое трудное было это начать вот это все делать. И во многом все-таки я думаю, что мы сами, может быть, виноваты в том, что мы не пользуемся своими правами. Апатичное общество, которое, то есть когда мы вот выдвигали этот законопроект, все говорят, да, хороший законопроект, да, все. А когда призываешь, ну давайте тогда вместе, да, а зачем мне это надо, да? Я вот... Не знаю, вот сразу вспомнился пример о использовании вот пластика, полиэтилена, да? Мы себя называем там раем на земле, гордимся нашей экологией, надеемся на наш туристический потенциал, а даже вот этот вопрос запрета использования пластика, он просто буксует, он застрял сколько лет. Хотя все ответственные граждане Кыргызстана давно этого уже требуют, и этого не могут сделать даже локально, ну хотя бы в районах курортных, да, вот кластеры оздоровительно-туристические, ну, например, Иссык-Куль. И тут абсолютно вот мне больше нечего добавить. Вот, к вашим словам, когда вот, ну, просто видишь недееспособность Джур Кенеша. А если бы сама система реализации вот это права народа выдвигать законодательную инициативу была бы упрощенной, если бы мы думали не о надуманных страхах, там, как вот террористы, да, могут что-то там такое свое протащить, а больше думали бы именно о тех позитивных изменениях, которые мог бы инициировать и добиваться сам народ, вот тогда мы приходим к пониманию, что народную законодательную инициативу у нас, особенно на фоне слабости, неисполнительности и отсутствия политической воли у государственных органов, тут, кстати, не только можно парламент вспомнить, и правительство очень часто тоже этим грешит, мы бы, я думаю, мы бы достигли какой-то тихой, мирной революции. Совершенно верно. Вот чем больше создаются препятствий, преград для общественных каких-то объединений, для, в том числе малых политических партий и каких-то вот таких вот сил, да, так скажем, альтернативных сил, которые предлагают чаще всего конструктивные какие-то меры, вот тогда и возникает необходимость, то есть переходить этим группам к радикальным мерам.
То есть мы пытаемся, да, один раз предлагаем, второй раз предлагаем, то есть еще что-то делаем, но когда это все остается, то есть не услышанным и не принимается во внимание, вот тогда приходится приходить к более таким, можно сказать, радикальным мерам, да, вот как некоторые перекрывают дороги и так далее. То есть если бы действительно вот эти инструменты демократии государством в первую очередь использовались бы для реализации каких-то таких инициатив, то это очень сильно помогло бы государству и снизило бы социальную напряженность. Почему? Потому что некоторые люди просто обратились бы с какой-то проблемой, которую, может быть, решит тот же парламент за считанное время. Но из-за того, что нет доступа к государственным органам, которые принимают решения, вот из-за этого разрыв между народом и властью, и из-за этого потом возникают вот такие вот социальные напряжения и проблемы в обществе. Я согласен. Расул, вернемся к залогу. Если вы как бы выступили с новым предложением, значит, вас не устроило существующее положение. На ваш взгляд, что вообще принесло вот это повышение суммы до 5 миллионов? К чему это вообще привело и чем это, как бы, полученные результаты вас, например, не устроили? Но все познается в сравнении, как говорится. Вот в 2010 году, как вы помните, да, тогда был залог намного ниже, и тогда приняло участие 29 партий. Да, в какой-то степени было трудно выбирать из этого количества, но при этом, если вы помните, там за большинство, чуть ли не 20 партий, вообще не было отдано голосов, тем самым, значит, население оно само отфильтровало тех, кто не смог, так скажем, себя проявить и доказать жизнедеятельность своих идей. Борьба шла между 9-10 партиями, которые набрали там около, начиная от 1% и выше. Да? И те выборы показали о том, что все-таки была какая-то альтернатива. То есть была у населения какая-то возможность выбора. Если вы помните, тогда победила даже оппозиционная партия. То есть те выборы были более, так скажем, чистыми. Власть это увидела, что, оказывается, когда чистые выборы проводишь, может выйти какой-то неожиданный вариант событий. Да? Чистые и с равными условиями. Да, с равными условиями, да. И тогда они решили как-то ограничить. Да? Я не буду говорить там про гонение оппозиции и так далее, но они решили, что а вдруг какая-нибудь новая партия возникнет, которая, то есть, извне. Как раз вот некоторые на тот момент, скажем, новые партии, они как раз и такую риторику уже и говорили, то, что нужны новые люди, которые придут и отстранят от власти. Вспомним успех на местных выборах на Иссыкуле партия Табылга. Да, по-моему, очень такой хороший пример. Да, и то есть они решили обезопасить себя вот такими вот, то есть, неожиданностями и отстранить от выборов какие-то новые силы, зная, что финансовые ресурсы принадлежат только им, у других таких ресурсов нет, следовательно, нужно, то есть, вот, создать такие условия, чтобы преднамеренно, да, это было сделано, чтобы не было каких-то неожиданных таких случаев. Вот. В связи с этим, как вы помните, в 2015 году был вот 6-й созыв прошел, да, депутатов. И сейчас это в истории, наверное, самый безвольный и самый карманный парламент. Потому что большинство из них пришли с деньгами депутатов. Они пришли защищать свой бизнес. Следовательно, любое упоминание, то есть любая такая риторика, да, более, скажем, со стороны депутатов, она сразу встречается в штыки со стороны, то есть, власть держащих, и они сразу их начинают пугать возбуждением уголовных дел и так далее. То есть в связи с этим получается так, что есть, так скажем, крючок, да, на котором сидят большинство депутатов, и в связи с этим они вынуждены молчать и так далее. Если же не было бы вот этих барьеров, возможно, прошла бы хотя бы одна партия, которая была бы, то есть, не обременена большими капиталами и большим бизнесом, которые бы, может быть, преследовали бы именно интересы простого народа. И тогда была бы хоть какая-то в Джогур-Кенеше площадка
был бы хоть какой-то микрофон, да, так скажем, который бы говорил о насущных проблемах. Как вы знаете, сейчас пара-тройка депутатов только, которые не боятся, заявляют, и то они являются свободными депутатами, которые вышли из фракции. В связи с этим, то есть они не вкладывали миллионы сомов для того, чтобы получить мандат. Поэтому они, не боясь, о чем-то могут заявлять. Другие же, они либо сейчас за решеткой сидят, либо молчат и нажимают кнопки, которые им говорят. Ну, очень такой расклад, который полностью отвечает реальности. Я вот сколько вот общаюсь на эту тему, да, все такую оценку и дают. Расул, ну, вот теперь тогда просто расскажите, что сейчас у вас происходит движение, на каком этапе процесса вы находитесь. Кстати говоря, вот мы в начале разговора упоминали о том, чтобы инициатива была зарегистрирована, да, и поступила в Джоркенш, нужно 10 тысяч подписей. На мой взгляд, очень огромная сумма, количество, особенно для общественных движений, не партий там, с ресурсами, да, с какими-то своими постоянными ячейками, представительствами на местах во всех регионах Кыргызстана. То есть когда примерно мы можем ждать информацию как бы о заключительном этапе. Почему это важно? В феврале этого года президент Сооронбай Жээнбеков одно из своих публичных выступлений как раз посвятил выборам 2020, и он обратился ко всем участникам процесса о том, что все изменения должны быть приняты не менее чем за год, а до осени у нас, в принципе, уже остается совсем немного. То есть успеваете ли вы или На каком этапе мы сейчас находимся? Сейчас мы в том числе при поддержке Центра политико-правовых исследований начали эту кампанию. Начали мы ее еще в марте. Сначала был опубликован текст законопроекта, это требование закона. Вот. И с 12 апреля стартовал сбор подписей. На сегодняшний момент к нам примкнуло уже несколько политических партий, которые осуществляют всевозможное содействие в сборе подписей. И мы намерены к концу мая, началу июня уже закончить сбор подписей, предоставить более 10 тысяч подписей в Джоркенеш для того, чтобы он поступил на рассмотрение. Вот. В течение 1 месяца Джоркенеш рассматривает подлинность всех подписей, достоверность, то, что там действительно было собрано без нарушений каких-то, и потом уже вносит в повестку дня свою. Поэтому мы считаем, что, наверное, где-то к сентябрю они уже должны будут начать его, то есть слушание проводить. Будем надеяться. Да, и по поводу, значит, инициативы. Мы ее назвали «Народная инициатива 2020». Да, потому что, с одной стороны, это связано с выборами парламентскими в 2020 году. К тому же мы хотели, то есть, здесь привязать то, что 20 политобъединений, которые могли бы принять участие в дальнейшем в выборах, но минимум, скажем так, 20 мандатов, которые могли бы получить. То есть это 20 организаций, 20 мандатов. Замечательно, хорошая очень цель. Спасибо, Расул, за то, что рассказали сегодня о вашем движении. Я думаю, многие из тех, кто просмотрит нашу передачу, многих вы убедили. И если вдруг кто-то тоже захочет, как гражданин, помочь вам или поддержать, или хотя бы оставить свою подпись под этой петицией, как вас вообще найти? Вот, да, вот расскажите в этом смысле о ваших
коммуникационных каналах, да, есть ли у вас офис, или как вас можно найти в социальных сетях? У нас офис находится в здании Академии наук, ну, рядом со зданием Академии наук, но легче нас найти будет в социальных сетях Эльдик Демильге 2020. Это и в Фейсбуке, и в Инстаграме есть страничка, мы ее специально создали для именно этой компании. Кроме того, можно связаться напрямую со мной. Я являюсь председателем этого движения, этой инициативной группы. Расул Тулеев в соцсетях, во всех можно меня свободно найти. Также мы планируем в ближайшее время организовать несколько таких публичных общественных акций, о которых мы тоже заранее осведомим через средства массовой информации. И все желающие могут, в принципе, принять участие. Да, это будет замечательно. Расул, тогда не забудьте включить в рассылку и нас. У нас есть сайт, центр KG. Мы тоже поделимся вашей информацией. Ну, с надеждой, что она вам, ну, хоть немного, но поможет. Ну, тогда спасибо. Да, желаю вам успехов. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Я думаю, это и зрителям тоже будет интересно как бы продолжить эту тему. Возможно, в следующий раз мы расширим круг участников. Поэтому мы не прощаемся, а всего лишь как бы договариваемся, что там до скорой встречи. Да, спасибо, до свидания.